Добрый вечер. Сегодня 3 февраля. Это 707-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абрамавичус решил уйти в отставку. На брифинге он заявил, что он и его команда не желают быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами. Подчеркнул, что против него проводит активную атаку член блока Петра Порошенко, народный депутат Игорь Кононенко. Свою обеспокоенность отставкой министра выразили послы 9 стран, среди которых Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Литва, Швеция, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Дипломаты подписали совместное заявление, в котором назвали министра реформатором, который сдвинул украинскую экономику и привел ее в соответствие с требованиями МВФ. 2 дня назад принес полный пакет документов для назначения и заявил: «Я ваш новый зам». Я в команде Кононенко, и моя кандидатура уже согласована наверху. После этого мне поступил звонок из администрации президента с настоятельной рекомендацией взять этого человека, а также еще одного на должность замминистра по обороне. На что я ответил: я частью этого дерибана не буду. И попросил, чтобы меня освободили от должности. Мы с командой готовы уходить незамедлительно и ни в коем случае не хотели бы затягивать этот процесс на неделю или на месяц. Поэтому я прошу Верховную Раду проголосовать за мою отставку уже завтра. Российский суд Крыма оставил под стражей Мустафу Дегарменджи. 25 января Российский Верховный суд полуострова отклонил апелляционную жалобу фигуранта дела 26 февраля и продлил срок пребывания в СИЗО до 8 марта. Законодательство России позволяет на этапе следствия и суда удерживать граждан в изоляторе до 2 лет. Об этом сообщил председатель ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев. По его словам, суд принял решение минут за 20. Завтра Российский Верховный суд Крыма рассмотрит апелляционную жалобу защиты заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза на решение о продлении ему срока содержания под стражей до 8 марта. В Украине 26 февраля сделали днем крымско-татарского сопротивления российской оккупации. Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2016 году, согласно которому 26 февраля будут отмечать на государственном уровне. В этот день вспомнят вторую годовщину со дня проведения в Симферополе митинга крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины. Оппонентами на митинге были пророссийские активисты, выступавшие за присоединение Крыма к России. После аннексии российские правоохранители начали судить тех, кто принимал участие в митинге крымских татар. По данным российского следствия, из-за давки погибло 2 митингующих из лагеря Аксенова и пострадало 79 человек. Подсудимые своей вины не признают и считают дело политической расправой. Просив би як виключення додати відзначення 2-річчя мітингу кримських татар у Сімферополі на відзначення територіальної цілісності України з голосу, а потім буде підготовлено постанову про відповідне встановлення спеціального дня для того, щоб ми зараз дали змогу кримським татарам провести в Києві відповідні заходи. Ті, хто не пам'ятає своє коріння, тоді не проростуть у своє майбутнє. Тому прошу підтримати разом обов'язково з правками, які голова комітету Княжицький вніс з голосу. Перш за все, щодо відзначення мітингу кримських татар, який назавжди війде у новітню українську історію, як символ того, що кримські татари – це частина великої української нації і що це патріоти єдиної соборної України, на відміну від проросійського населення Криму, яке зрадило державу, в якій і пенсію отримувало, і жило, і продалося окупантам. Добре. 208. Це перемога. Веерные отключения продолжают осложнять жизнь крымчан. Жители Симферопольского района из сел Трудовое, Спокойное, Денисовка жалуются на то, что в последнее время графики отключений не соблюдаются. Плохо. Через 2 часа, через 3 часа дают свет. Вот. Ну, сидим без света. Хорошо, хоть еще печка есть. Топить можно, чтобы обогреваться. Ну, так плохо, конечно. Но это мучение до мая месяца такое. Вечером в 6 часов выключают, в 9 включают. Бывает днем на 2, на час, на 3 отключат, как когда. Каждый день выключают. Хоть на 2 часа, на 3 часа выключают.
Даже есть и утром выключают, и вечером. Вечером это обязательно. Один день бывает на 2 часа выключает, а второй на 6 и на 8. Видно, кто дежурит, тот и как хотит. Из более чем 2000 завезенных в Крым дизель-генераторов 147 вышли из строя. Об этом на заседании российского правительства Крыма заявил представитель МЧС. Севастопольский завод, где ремонтируют генераторы, за прошедший месяц выдал только 2. По словам работников предприятия, нет запчастей, их нужно завозить из-за границы. Аксенов пообещал лично взяться за ремонт поврежденных генераторов и в день обещает ремонтировать как минимум 3 устройства. Отменить постановление правительства о товарной блокаде Крыма требует правозащитная группа 20 февраля. Сегодня в окружном административном суде Киева состоялось первое заседание по делу. Однако продолжалось оно недолго, потому что представитель Минюста к заседанию не подготовился. Это крымчанин Дмитрий Незвинский. Именно он подал иск против Кабмина. Убеждает, не против товарной блокады в целом, но считает неприемлемым первый пункт правительственного постановления. Именно в нем перечислены 23 наименования личных вещей, которые можно перевозить. Кабінет міністрів, приймаючи цю постанову, за основу взяв 370 статтю Митного кодексу України. У всьому світі ця стаття називається статтею туриста. Тобто на сьогоднішній день кримчани, які виїжджають на материкову частину України, юридично для України вважаються туристами. Пришла в суд и семья крымчан. Они покинули полуостров в сентябре прошлого года, но до сих пор не могут перевезти свои вещи на материк. Готовы свидетельствовать по делу. Список крайне ограничен, и, скажем, вывести какие-то предметы мебели, телевизор, там у меня есть тренажер, да, я уже не могу. То есть фактически я должен все это бросить в Крыму и здесь как-то пытаться это купить. Дело рассматривает коллегия судей. Сразу просит Незвинского объяснить, в чем конкретно постановление нарушает его права. Слушают с удивлением. Окупанти дозволяють, а наші не дозволяють. От Кабмина представитель Минюста. Чиновник сразу просит перенести заседание. Он недостаточно подготовился к делу. Сам иск видел вскользь. Говорит, времени было мало. Ухвала про дату і час місця засідання надійшла тільки 26.01.2016 року. На даний момент у мене, як у представника, нормативно-правовий акт Кабінету міністрів України поки що відсутній. Проте мені відомо, що Кабінет міністрів до Міністерства юстиції України вже направив. Суд вважає, що у вас було достатньо часу з моменту відкриття провадження у справі. Підрахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Зрозуміло? Тому готуйтеся, будь ласка, добре? Следующее заседание состоится 10 февраля. Тогда же судьи не исключают, что смогут принять решение. Незвинский также просит на время рассмотрения дела приостановить действие постановления. Но в этом ему судьи отказывают. Наталья Калинка, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Диверсия со стороны Украины. Именно такие действия якобы привели к появлению на полуострове африканской чумы свиней. Об этом заявили в эфире Первого крымского телеканала, цитируя слова главы российской администрации Крыма Сергея Аксенова. Из-за появления в Крыму очага африканской чумы свиней начаты проверки правоохранительными органами. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Власти полагают, что вспышка может быть связана с диверсией со стороны Украины. Свиной грипп унес жизни уже 176 украинцев. Больше всего смертельных случаев заражения вирусом H1N1 зафиксировано в Одесской области. Там умерло 34 человека. По данным Минздрава, с начала эпидемического сезона зарегистрировано около 4 миллионов больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Это примерно 8% населения Украины. Среди всех заболевших более 60% дети. З початку епідемічного сезону з оперативними даними зареєстровано 176 лабораторно підтверджених летальних випадків від грипу, з них 2 дітей віком до 17 років, і 1 випадок вагітна жінка. Серед ідентифікованих вірусів 22 випадки смерті – це вірус грипу А нетипований, 2 випадки грипу типу Б. Основна маса 152 випадки – це грип H1N1, який характеризується, власне, особливою небезпекою для дорослого віку, молодого дорослого віку, тому більшість випадків якраз
якщо не всі, серед дорослого населення. Возросла угроза открытой войны с Россией. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецкому изданию «Бильд». По его словам, сейчас на Донбассе находится около 8 тысяч российских солдат, а на границе проходят постоянные учения. Для защиты Украина готова принять оружие из Германии, поскольку речь идет о безопасности Европы. Тем временем ситуация в зоне АТО остается напряженной. Российские бандформирования за минувшие сутки 55 раз нарушали режим прекращения огня. Банди кремлівських найманців не припиняють обстріли позицій українських воїнів, нехтуючи будь-якими домовленостями щодо деескалації конфлікту на Донбасі. Дедалі частіше бойовики застосовують по наших позиціях міномети. На околицях Донецька, по наших опорних пунктах в Пісках, Опитному та Авдіївці, окрім гранатометів та стрілецької зброї, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. В районі Мар'їнки працював ворожий снайпер. З настанням сутинок противник поновив інтенсивні обстріли наших позицій в Майорську та Зайцевому. Бойовики застосували гранатомети та міномети калібру 120 мм. Неподалік Красногорівки окупанти вели вогонь по наших укріпленнях з мінометів та великокаліберних кулеметів. Загалом протягом минулої доби противник 55 разів порушував умови перемир'я. В антикоррупционной прокуратуре начался последний этап – собеседования. Кандидаты нахваливают себя, щеголяют достижениями и отвечают на каверзные вопросы. Экзаменаторы интересуются не только профессиональной, но и личной жизнью кандидатов. Одной из первых на собеседование заходит Алина Жавницкая, ей 26 лет. Приехала из Харькова. Сколько уголовных дел направила в суд, посчитать не берется. Вспоминает только яркие. По 3 моїм кримінальним провадженням винесено вироки і 2 ще слухаються. Я повідомляла про кримінальне провадження стосовно особи, яка публічно під час антимайдану, який був у Харкові, організовувала захват Харківської ОДА і публічно закликала до зміни конституційного ладу. Кандидат сидит в центре, по бокам члены комиссии. Именно так тестируют борцов с коррупцией. Среди экзаменаторов – общественные деятели, народные депутаты и сотрудники прокуратуры. На каждого кандидата имеют досье. Вот у вас чоловік є, да? А в Росії він часто є? Ну, він до своїх рідних їздить, але вони в Криму. Ну, до своїх. Ну, але я з ним ж не проживаю, і тому я їх не знаю. В одном и том же деле отец судья, вы прокурор. Вам це буде мішати? Якщо вже так станеться, що я буду в ньому приймати якусь участь, я відповідно буду ставити питання перед керівником, доповідати йому про наявний конфлікт інтересу. Будущие антикоррупционные прокуроры прошли 2 этапа отбора. Руководитель ведомства Назар Холодницкий уверен, собеседование, на котором звучат провокационные вопросы, покажет, как может действовать человек в разных ситуациях. Інколи, може, кандидатам не вистачає, напевно, що щирості, відкритості до комісії водночас і закритості до інших, наприклад, факторів, які можуть сприяти і будуть їх переслідувати вже під час роботи. Співбесіда якраз дозволяє подивитися, чи є в людини ті якості, які потрібні для антикорупційного прокурора, зокрема. Тобто, як вона спілкується, її манера викладання думки, її поведінка. Тобто це те, що ми за комп'ютером не можемо побачити. Як вона публічно готова працювати. Двери открыты. Послушать, как отвечает конкурент, могут все кандидаты. Они стоят в коридоре. Некоторые в интернете смотрят онлайн-трансляцію. Заспокою, я кажу, загальний фон тут тихо, так знаєте, тихо, моторошно, так чутно все. Я слухаю і запам'ятовую питання, які задають. У вас немає досягнень? Були досягнення, але, вибачте, спішу дуже. Можу сказати, що одного точно на 5 років посадили. Як будете поводитися з корупціонерами? Ви дуже красива жіночка, але я відмовлю. На одно место в антикоррупционную прокуратуру претендуют 3 человека. Всего их будет 30. Если при наличии 75 кандидатов не заполнят все вакансии, то объявят новый конкурс. Эльвина Седулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Украинская певица Джамала презентовала клип на песню «Путь домой» режиссера Анны Копыловой. Видео снимали 4 дня в разных грузинских городах. Релиз песни «Путь домой» состоялся 18 мая прошлого года в годовщину депортации крымских татар. Композиция вошла в альбом «Дыхание», который вышел в свет 12 октября.
В этом году крымчанка Джамала решила принять участие в украинском отборе на Евровидение с песней 1944, посвященной депортации крымско-татарского народа. На этом пока все. Следующий выпуск «Заман» на крымско-татарском языке проведет Эльмас Асанова. Я с вами прощаюсь до завтра. Всего хорошего и будьте с нами.